Қырым адлы ері Гузель жырасында сіздер үшін яңғырады, сағылы ватандашлар. Керчектен де ажайып бізім сабамыз башланды ве кенілді студиямызға қош келдіңіз. Бүгін жұма ақшамы декабрінің 29-ы ве ал азырда студиямызда мұсафыр ве біз әлбетте ке сіздерні мерақлы бір субетке давет етмегестерді ки, чүнки бүгін біз қалқымыздың ғұрыры, Қырым татар халқының ғұрыры ақында лaf өрсетедеміз. Студиямызда яш спортчы кім? Аделе шымды бізге айтыр. Экспортчы дегил, о энді чемпион. Ось яшына бақмадан Эмиль Бей Аталиков энді Русия бойынша, энді бокс бойынша Русия чемпионы. Субетімізге бұйырыңыз. Селям алейкум. Эмиль Бей, сабашыңыз қайырлы олсын. Сау. Қош келдіңіз студиямызға. Эмиль Бей, сіздің сабаныз ане оларақ неден башланасыз, сабаларыңызды неден башлайсыңыз? Ну, как у обычных людей, как обычно, ну, только с легкой зарядки. С легкой зарядки. Я не ашайсыңыз сабадан. Демек, более бір спортчылар үшін, более бір айры, бір сабалық бар мы? То есть, нужно ли спортсменам как-то по-особенному питаться с утром? Есть ли у вас какой-то свой режим? Ну, больше белка желательно это. Ну, а так в основном нет. В основном. Қавесі весіңіз ме? Жоқ. Жоқ, сен. Эмиль Бей, сонда сіз не вақыттан берлі бокснен оғрашасыңыз или не үшін там бокс? Почему именно бокс и как давно вы занимаетесь этим видом спорта? Ну, я занимаюсь 2 года. Я занимаюсь не только боксом, я занимаюсь смешанными единоборствами еще. Ну, не только боксом, а смешанными единоборствами больше, ну, потому что это спорт для мужчин, ну, это проявление характера. Ну, там надо думать как-то, обдумывать свои решения, атаки. Ну, поэтому именно эти виды спорта. Эмиль Бей, мы часто, когда мы говорим о том, что это мужской вид спорта, да, вот и бокс, и смешанные единоборства, мы понимаем, что на практике они нам, возможно, пригодятся в самообороне. Случалось ли так, что вам уже приходилось свои навыки как-то вот в жизни уже использовать, возможно, защитить кого-то? Ну, с тех времен, как я начал заниматься, еще мало случаев было там. Алла версын, пусть их будет поменьше, конечно. Эмиль Бей, вы сказали, занимаетесь всего 2 года, но несмотря на это, мы видим, что наш стол просто усыпан наградами, различными медалями, грамотами. Расскажите, вот Аделе только что представила вас как чемпиона России, расскажите нам об этом чемпионате, когда он проходил, в какой категории вы выступали, кто были ваши основные соперники и где он проходил? Ну, это чемпионат России, он проходил в городе Анапа. Ну, я только стал не чемпионом, а призером России. Я долго готовился, это был мой где-то 3-й бой или 4-й. Я долго готовился, я обдумывал, как я буду выступать. Основные противники были из Москвы и из Рязани, я помню. Я выступал в категории 72 килограмма, это довольно тяжелая категория. Мои противники были намного выше меня, ну и помассивнее, я был почти самый маленький в своем весе. Даже так. Эмиль Бей, как вы подготавливаетесь к такого рода соревнованиям, к такого рода выступлениям, скажем так, как-то вот психологически? О чем вы думаете перед боем? Ну, перед боем я слушаю музыку иногда. Я пытаюсь не думать о бое, потому что если заряжаешься на бой, как бы начинаешь нервничать уже в бою и забываешь обо всем. То есть нужно абстрагироваться от боя и думать о чем-то более положительном и позитивном. Да. Машаллах. А ваши ощущения, когда вы побеждаете? Дает ли это какой-то стимул идти дальше? Да, дает стимул. Ну, как бы у меня нет особой какой-то гордости. Это лишь повод, я думаю, развиваться и побеждать, и побеждать. А когда проигрываете, вот... Знаем, что тяжело вообще, в принципе, проиграть для любого человека, для спортсмена в особенности, поскольку как бы борьба – это, по сути, его жизнь. Вот как вы настраиваете себя? Проиграли, как вы находите в себе силы продолжать тренироваться дальше? Говорит, ничего страшного, это победа, этот проигрыш – это лишь маленькая часть моего спортивного пути. Я буду бороться дальше. Если у вас бывают такие этапы, когда приходится себя настраивать? У меня еще не бывало, я как бы всегда знаю, что надо продолжать. Вне зависимости от боя, от исхода боя. Машаллах. Расскажите о других грамотах. Что это были за чемпионаты, за турниры? Ну, вот
вот грамота, это чемпионат. Ну, тоже в Анапе, Виктора Амелькова проходил. Там я занял первое место. Боксировал с мальчиком из Анапы. Он тоже был побольше меня, покрупнее был. Ну, это первенство города Симферополя. Там я занял первое место. У меня есть 2 грамоты, вот здесь они лежат, за смешанное единоборство. Это чемпионат Симферополя и чемпионат Крыма. Ну, оба первые, где-то они там. А это наш телезритель увидит. Гузель, Эмиль Бей, вот вы, вам 14 лет, насколько нам известно, да, вы являетесь подростком, и как все подростки, как сейчас положено, многие подростки, они увлекаются какими-либо компьютерными играми, какими-либо, я не знаю, прогулками, гуляниями, и мало времени уделяют своему здоровью, своему спортивному развитию, правильно. Не бывало ли у вас желание, что пойду я лучше погуляю с мальчиками, нежели пойду на тренировку? Да. И как вы боретесь с такими моментами? Ну, бывает иногда зовут, как бы, но я не соглашаюсь. Иногда вот если с друзьями выйдем погуляем, это время свободное от тренировок. Тренировки я никогда не заменяю какими-то гуляниями. Бывает ли такое, что вам просто не хочется пойти на тренировку, и вы ищете какие-либо, скажем так, причины, чтобы не пойти? Ну, вот у меня сегодня болит голова, я сегодня не пойду, ну, пойду завтра, сделаю больше. Бывает ли у вас такое? Ну, бывает хочется, но как бы приходится перебороть, потому что мы близко знакомы с тренером. Ага. Все, и просто так найти какую-либо причину не получается. Это тоже очень хорошо, машаллах. А скажите вообще, какими качествами должен обладать хороший спортсмен, по вашему мнению? Ну, хороший спортсмен, и некоторые думают, да, стереотип, что спортсмены иногда тупые. Но это неправда. Спортсмен должен обладать как бы качествами, он должен быть умным, он должен продумывать все свои атаки, характером в особенности. Вот мы уже говорили о тренере, да, вы сказали о том, что вы очень хорошо знакомы с тренером, близко близко общаетесь. А кто ваш тренер и как началось ваше знакомство? Ну, у меня 2 тренера, Эмиль Ага, Эмиль Нафеев, Эмиль Фиткулов, и Ислам Ага, Ислам Нафеев. Ну, как бы я пришел в зал, еще даже мама не знала об этом. А мама всегда она боялась за меня, не хотела пускать. Я пошел на тренировки, мама даже не знала об этом. Потом узнала через месяца 2-3. Ну, я увидел своего тренера, тренера начали прикалываться там как-то. Ну и потом уже как-то мы с тренерами сблизились, мы начали ездить с ними на соревнования и как бы познакомились уже близко. Машаллах. Раз уж говорить о тренерах, да, вот в первую очередь, наверное, ваши тренеры для вас это стимулы, это пример идти дальше, правильно? Да. А вот в будущем каждый спортсмен, помимо того, что он хочет свою какую-то спортивную карьеру, да, вот сложить, стать чемпионом Крыма, России, мира и так далее, то каждый подразумевает, что, возможно, когда-то он станет тренером. Вы тоже так думаете? Да. Вы хотите стать тренером? Я хотел бы стать тренером, но это уже после спортивной карьеры. Я хотел бы открыть свой спортивный зал. И какими качествами, по вашему мнению, должен обладать хороший тренер, чтобы он привлекал внимание детей, чтобы дети хотели идти на эти тренировки, чтобы вот как вы говорите, что вот когда-то вот вы знаете, что вот, возможно, я сегодня пропущу, но не пропускайте, потому что понимаете, что это важно для вас, и мне кажется, здесь тренера тоже играют важную роль. Каким должен быть тренер? Ну, тренер никогда не должен идти на компромиссы, его должны бояться, но в то же время он должен быть другом для своих воспитанников. То есть авторитетом, но и в то же время другом. Эмиль Бей, сейчас подходит к концу уже 2016 год. Какие соревнования планируется посетить с вашей стороны в 2017 году? К чему готовитесь? Какие у вас планы вообще на ближайшее будущее? Ну, на ближайшее будущее, чемпионат Симферополя, чемпионат Крыма идет и чемпионат России также. Надеюсь, в этом году я, может, стану чемпионом России. Мы вам от всей души Иншаллах. этого желаем, конечно, иншаллах. Аллаху акбар. Все, Сава, у нас. И, Эмиль Бей, напоследок, конечно же, хотелось бы, чтобы вы
поделились секретами успеха с нашими телезрителями и также, возможно, им что-то пожелали. Ну, я желаю телезрителям как бы больше заниматься спортом, не гулять, не сидеть много за компьютером. Но я желаю вообще продвигаться по жизни. Может, не у каждого будет получаться что-то, но не бросать и заниматься. Главное сила воли и стремления. Çok sağ olun Emil Bey. Biz de sizge elbette ki bizim sabah programımız sizge tek yanı muvaffakiyetler diley ve biz eminimiz 100% siz yakınlarda Rusya çempionu olacaksınız ve bizim stüdyamızda indi Rusya çempionu gibi geleceksiniz. Çok sağ olunuz ve gerçekten de eğer de bizim yaşlarımız Kırım Tatar yaşları buna böyle sportla uğraşıp çempionlar olacaklar, bizim gelecek neslimiz ve halkımızın geleceği mutlaka parlak olacak. Çok sağ olun. Да, бізге да келіңіз ве біз сізні дайыма қуандырмаға ой суалімізбен қуанacağımız. Çok sağ olunuz. Dostlar, biz ise devam ettik ve bizim Nevbet'teki rubrikamız muzikal rubrikamız endi keçti. Multfilmine de bakmağa vakit geldi.